Смотри, две бронзовые медали. Какая из них ценнее, какая из них, в общем, тяжелее далась? Вы знаете, ну, очень хочется отметить всех и девчонок, и ребят, которые бились сегодня насмерть. Часто так бывает, что в конце сезона состояние не у всех идеальное, поэтому вываливается в эстафете какой-то из этапов, но вы знаете, претензий никому нет, потому что когда состояние не позволяет, человек все равно идет до упора с полной выкладкой, тратит все максимальные силы для того, чтобы сработать на команду. Андрей, показалось, что сегодня, наверное, на стартовом этапе у девушек не так все хорошо получилось. Да, сложилось. И на последнем этапе у парней. Это так показалось или реально объективно? И какие причины в таком, наверное, не лучшем выступлении? Как я сказал уже, да, немножко не задалось у Ольги Рочевой на первом этапе. Мы с ней обговорили, да, действительно, состояние не из лучших. То есть она старалась как могла. Тут даже, еще раз повторюсь, претензий нету. А у ребят, я так думаю, что Илья Семиков на втором этапе, возможно, мог бы чуть-чуть лучше. Точно так же натянутое состояние, абсолютно это четко ощущается со стороны. И еще раз говорю, что претензий нет никому. Ермил Вокуев старался точно так же, как мог, и сделал все, что мог, для того, чтобы его не догнали, в общем-то, 4-й и 5-й участники команды, которые шли позади его. И за это спасибо, конечно, всем ребятам и девочкам. И последний вопрос. Как вам вторая команда Республики Коми? 8-е место, да? Да, как мы и предполагали, что немножко провал состоится на втором этапе, так это и получилось. Женя Уляшев бежал. В общем-то, потому что мы просто знаем все результаты спортсменов и предполагаем уже, как они пробегут. Но, тем не менее, оставалась надежда на наших ребят из Айкина, Андрея Малафеева и Андрея Некрасова, которые, в общем-то, должны были подтянуть где-то ближе там к 4-ке. Тоже не удалось, но боролись без вопросов. Да, в принципе, доволен за вторую команду точно так.